Киностудия «Башкортостан». Министерство культуры Республики Башкортостан. Всероссийский институт кинематографии имени Герасимова. Мастерская профессора Владимира Наумова, педагог Георгий Склянский. Представляют дипломную работу студента режиссерского факультета Булата Юсупова. Айсуак Юмагулов. Рушана Бабич. Айрат Абушахманов. Ирик Булатов. В фильме «Стеклянный пассажир». Автор сценария Булат Юсупов, Айдар Акманов. Режиссер-постановщик Булат Юсупов. Оператор-постановщик Рияс Исхаков. Художник-постановщик Владислав Байрамгулов. Композитор Георгий Маркоров. Я помню, была ночь. Вернее, она уже кончалась. Я ехал в поезде. Все окна были открыты. Неожиданно поезд остановился. Я вышел в коридор вагона. В открытые окна были видны снега до самого горизонта. А в небе висело огромное облако, за которым прятались все звезды Вселенной. Это происходит давно. Наверное, с того момента, когда я стал писать небольшие рассказы. Насколько я не писал, это не волновало людей. И мои рассказы никто не читал. Добрый день. Это Оскар. Здравствуйте. Ну что, все пишем? Да, такую квартиру остается только продать. Вы не раздумали? Меня не покидало ощущение, что я постоянно ошибаюсь. Во всем. Даже ощущения, мысли, роящиеся в голове, и даже воспоминания, и те, казалось, неправильные. Страх. Глупый, дурацкий страх. Теперь у меня нет денег. Скучное лето. Что? Поговорили? Гульшат звала на какую-то вечеринку, я не пошел. Ей нравятся воспоминания о прошлом. Мне кажется, сейчас подходящий момент устроить какую-нибудь революцию. Расклеивать листовки, проводить тайные собрания, писать политические программы и стать национальным героем. Это всего лишь фантазии. Дальше них я никуда не иду. А кто-нибудь сделает это, и будет весело. Я хочу посмотреть, как ты прыгаешь с парашютом. Зачем тебе это нужно? Просто хочу посмотреть. Что, нельзя посмотреть, как ты прыгаешь? Я больше не прыгаю. Почему? Травма. Сломал ногу. Потом, когда все стало нормально, я уже не захотел этим заниматься. Интересно, как там наверху? Знаешь, там есть облака. Облака? А вам бы хотелось быть там?
Сәлем. Привет. Сәлем. Привет. Нәмә укый? Что читаешь? Имтиханга әзерләнәм. Готовлюсь к экзамену. Aday başladırgan yolda davam edeler. Телефоны пришли на смену письмам. Hiç kim hüymegen, mesken bir kızsık. Бедная маленькая девочка, которую никто не любит. Я сжалюсь над тобой и исправлю эту самую большую ошибку в мире. Какие прекрасные волосы. Они напоминают мне часы. Мы оставляем в наследство телефонные будки. Вот-вот пробьет 12, и я потону в этой проклятой реке из-за несчастной любви к тебе. А еще твои волосы можно положить на разделочную доску и как лук порезать их на мелкие кусочки и бросить в эту реку, как в суп. Я уже соскучился по твоим ножкам. Я спускаюсь в твое прошлое. Я спускаюсь в твою душу. Душевно больных просим оставаться на местах. Ну ничего. В принципе, нормальная душа. О, как много людей тебя любили. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы не хотите со мной знакомиться? Извините. Извините. А я вас, по-моему, знаю. Эфирде Башкортстан радио.
Hürmetli radio tug'uchilar, erkin iboratda ilhom programmani 1994 yil o'tgan g'onimni taqdim etamiz. Topshiriqda qo'risi Rishad Rahimov. Avtori Faniya Xalidova. Рауль, Рави, сен кайттыңмы? ты вернулся? Не надо. Вы кто? Как вы сюда попали? Вы меня не узнаете? Ну, конечно, вы меня не помните. Это было так давно. Я тогда только закончил школу. Мы зарабатывали с друзьями тем, что угоняли автомобили. В одной из таких поездок мы сбили гаишника. Впрочем, он сам был виноват. Выбежал зачем-то на дорогу. Мы быстро перевернули машину в чаще и бежали. Я помню, мы шли вдоль реки, ты стоял на берегу в красном купальнике, а твой старший брат в это время купался. У меня нет старшего брата. В принципе, теперь это и не важно. Я села рядом с тобой, чтобы высыпать из ботинка песок. И знаешь, что ты сказала? Ты сказала, почему вы на меня так смотрите? А я действительно без смущения разглядывал твое загорелое тело. Ты закричала брату, что здесь хулиган. Я обманул его, сказав, что мы с тобой знали друг друга и раньше, были влюблены, но разошлись. Я сказал, что мне без тебя очень плохо. Через несколько дней меня забрали в милицию. Стали допрашивать насчет гаишника. Но так случилось, что одним из следователей был твой брат. Он сказал мне, что ты уезжаешь учиться в другой город через 2 часа. Я подписал подписку о невыезде и побежал на вокзал. Я обыскал весь поезд, но тебя в нем не оказалось. Наверное, что-то перепутал, но мне нельзя было возвращаться. Я уехал. Я уехал далеко. И, наконец, вернулся. Я не хочу больше с тобой расставаться. Ты почему не встретила меня? Rejissöri hem tavış operatori Iranbek Idrisov, avtori hem alib boruvchisi Anis Ramazanov. Havo bulug'i do'stlar. Телефондан ниндейдир кыз табышы явап бергенди тек. Бар, да көз Аллахың, улар яхшы. Судя по всему, они хорошо повздорили. Улының дусы Она читает письмо, которое он ей передал через друга. Боже, какие чувства. Мы бродили по берегу и наткнулись на разрушенные кафе. В последнее время мои прогулки заключаются в выборе безлюдных мест. Наверное, вообще на земле должны были жить только 2 человека. Просто 2 человека, которые любят друг друга. Озакламай килермен, балык менен. Скоро буду с рыбой. Вы в прошлом году здесь никого не оставляли? Наверное, здесь вчера было кораблекрушение, его выбросило на берег. Трудно пришлось, бедняге. Наверное, тоже рыбак. Вот скажи, чем ты занимаешься? Рыбачу. По-моему, все это глупо. Если бы ты посмотрел на себя со стороны, то смеялся бы очень долго.
Анан һиннәмән вәр, һаман үсмәнеңме дип һорайым. Я спрашиваю его, ты что, Анвар, так и не вырос? Неожиданно опускается на пол и начинает расти. Вот тут-то я понимаю, что это дьявол. Потом он подсаживается ко мне и спрашивает, почему ты не отпускаешь рейс? Я делаю вид, что ничего не понимаю, и отвечаю ему, конечно, Анвар, мы сейчас полетим. Если хочешь, мы можем полететь вместе. Я пытаюсь встать, но он силком сажает меня и говорит, нет, никуда ты не полетишь, здесь есть очень богатый пассажир. Ты должен помочь мне убить его и забрать деньги. Грушницкий, еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, а мне самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзья. Мне 25 лет, а я даже не могу признаться в любви. Все, я признаюсь. Я сяду рядом с ней и скажу, я тебя люблю. Я тебя люблю. Если я не скажу это, то застрелюсь. Честно застрелюсь. Все, настроились. Внимание. Привет. Ты кто, археолог? Мен палеонтолог. Палеонтолог.
Тебе нравится изучать эти неживые скелеты? Ладно, мне все надоело. Прощай. Почему ты вчера не пришла? Я не смогла. Что не смогла? Я исыкмам. Не смогла прийти. Почему? Наверное, ты страдала. Вот и сейчас страдаешь. Юк. Нет, Мен былай гына. Уйланып торам. я думаю. О чем? Бер ни хакта түгел. Ни о чем. Это, наверное, весело думать ни о чем. Слушай, может, пока ты ни о чем не думаешь, мы поцелуемся? Когда-то война порождала здоровое поколение, которое не ломало голову в поисках смысла и цели. Оно просто жило, потому что знало, через какие страдания им эта жизнь досталась. Чувствуешь кожей, как сейчас, как проходит жизнь. Смотри, как быстро идет, торопится. И зачем только оно загорелось? Что? Солнце. Хакта уйлайсыңмы? И ты думаешь про это? Я постоянно думаю про это. Все произошло странно. Мы летели на помощь далекой планете, на которой случилась беда. Но неожиданно с двигателем нашего корабля произошла неполадка, и мы упали на Землю. Пока мы его чинили, планета, которую мы должны были спасти, взорвалась. И от этого на Земле появилась жизнь. Мы полюбили эту планету и стали жить здесь и умирать. А когда вы полетите обратно? Когда похороним это солнце?
Кончается у солнца топливо, и вот садится дальний аэропорт, где не купить билета. Наступит вечер, будет так же больно нам. Ты больше не смотри на этот звездный свод. Светлеет небо. Это шар земной наш поднимается со дна морского, где ил его волос меня связал с тоской. Но это утро лишь, и смысла никакого в нем нет. Все опять придумано тобой. Кончается у солнца топливо, и вот садится в дальний аэропорт. Миңа сынлап та китергә кирәк. Мне действительно нужно ехать. Теләйһеңме мин калам? Ну, хочешь, я останусь? Юг, китергә тиеш. Нет, ты должна ехать. Мин яратам һине. Я тебя Шылтыра люблю. тормын. Хуш әлегә. Буду звонить. Пока. Көзе бешер куе сәйдәй. Крепким чаем заварится осень. Акбинка сорнар кыш яйды. Забинтуется лето зимой. Картайырмын мин. Ничего не изменится. И я постарею. Сегодня нам заплатят. Иди спроси у старика. Огромный вселенский страх. Türmenin hinunu bары сыйып кана үтті. Да не убил ты его, просто поцарапал. Хиниме, оны өлтіре алмағаныңа өкінәң мәлі? Ты что, жалеешь о том, что не убил его? Үкенемдір бәлки. Может, и жалею. Ярай, мен кеттім. Ладно, я пошел. Мен хинең менән күрүдәрен теләмәйм. Я не хочу, чтобы меня видели с тобой. Пожиратели солнца. Салатом ночных дорожных огней встречают дома своих поздних гостей. Я еду домой, я смеюсь над собой. Троллейбусный шлем над твоей головой. Ты чиркаешь спичками сердце мое, как будто оно превратилось в твое. И странно, когда по утрам у плиты все спички на кухне измяты, пусты. Общественный транспорт. Вот что погубит человечество. Впереди обрыв линии, троллейбус дальше не пойдет. Эй, проснись. Слышишь? Проснись.
Аллаһ Тәгалә дөньяны яраткан Когда Бог создавал мир, Он случайно пролил на свои труды чернила, и все стало черным. Дөнья капкарага буялган. Төндән кара итек Я поняла только сейчас, что ночь пахнет чернилами. Бары тик караның күккә А сәсенә звезды киткән — это простые переливы волн, разбрызганных по всему небу чернил. Мы уже собрались. Что у тебя в Бер руке? нәмә лә юк. Ничего. Ты готова? Әйе, хәзер сыгын. Да, сейчас выйду. Скучное лето. Поиски пятого времени года.